5 кровавых дней августа 2008 года навсегда останутся в памяти нашего народа как самые страшные в новейшей истории Южной Осетии. Военный конфликт, который длился многие годы, стал накаляться еще в июле. Каждый день убитые и раненые. Вечером 7 августа стороны договорились о прекращении огня, чего в действительности сделано не было. Обещания Саакашвили прекратить огонь, как всегда, оказались ложью. В ночь на 8 августа грузинские войска начали массированный артиллерийский обстрел Цхинвала и прилегающих районов. Через несколько часов последовал штурм города грузинской бронетехникой и пехотой. Цхинвал защищали ополченцы, силовые структуры, добровольцы, миротворцы. Однако их количество было минимальным по сравнению с многотысячной грузинской армией. Давай, дома сожгите, сожги дома, сожги. Ребята, экономнее патроны, посерьезнее. Объект выбираем. 1-2 раз стреляем, останавливаемся. Вот этот большой дом видишь? Между домами стреляй. Осетины защищали свою землю с автоматами, в то время как их расстреливали из минометов, давили танками и бомбили с воздуха. Главным оружием наших ребят была отвага, мужество, готовность умереть за родину. Днем 8 августа грузины уже разгуливали по Цхинвалу. До зубов вооруженные солдаты не забыли взять с собой многовековую ненависть к осетинам. Они пришли убивать, и неважно, кто оказывался на пути, женщина или ребенок. Мужеству и смелости сложно было биться против современной техники и такого количества военных. На помощь осетинам пришли российские военнослужащие. За короткое время удалось быстро выбросить грузин за пределы города. Прямо на улицах грузинские военнослужащие оставляли свое оружие и боеприпасы. Для жителей нашей республики дни окончания войны были радостными и горькими одновременно. Со слезами на глазах хоронили погибших и с теми же слезами обнимали своих защитников и благодарили их за жизнь. По официальным данным, в ходе пятидневной войны погибло свыше 160 человек, 700 раненых и 730 сожженных домов. Прошло 14 лет, раны заживают, грохот выстрелов забывается, но боль и обида не проходят. Обида за тех мальчишек, которые так хотели жить. Обида за тех, кому пришлось хоронить своих родных. Обида за те страшные дни, которые навсегда останутся в памяти осетинского народа. Стелла Бязарова, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня.